الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله. بسم الله الصلاة والسلام على Расулиллах ва аля алихи ва асхабихи ва ман валя. Пусть Аллах примет наше поклонение, прости нам наши грехи и умертвит, будучи мусульманами, словами ля иляха илляллах, Мухаммад Расулуллах. По милости Аллаха, вот настал период, какой? 15 Рамадана, да? Середина. Середина, такой, посмотреть, мы же уже 15 дней, 14 дней ураза держали, сейчас 15 таравих будем держать. О, все, у меня, рай в кармане. Так ведь? И вот такое время, такой порог, когда уже человек начинает расслабляться. Он уже начинает привыкать к Рамадану. Когда только мы ждали Рамадан, кто-то думал, как же я буду держать, как я буду работать, поститься и работать, да? Как я буду таравихи выставить, буду ли успевать приезжать с работы, смогу ли, не захочу ли спать. То есть люди вот так вот переживали. Такое было переживание за поклонение. А сегодня уже все нормально, уже человек привыкает, расслабляется. И, что самое такое незаметное, вторая половина Рамадана, она еще быстрее проходит, чем первая. Еще быстрее. И вот здесь хотел бы затронуть такой хадис. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, говорит, приводится от Абдуллаха ибн Аббаса, радийаллаху анхума, то, что пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Ихтаним хамсан кабля хамс». Цени, используй 5 вещей, пока не пришли следующие 5. Многие этот хадис слышали, так ведь? Но почему я этот выбрал хадис? Потому что, насихат, напоминание очень важно для нас. Как я уже сказал, человек уже привыкает, расслабляется и забывается. Как если посмотреть, с арабского слова человек это инсан. У него корень насия, забывающий. И вот мы тоже, на самом деле, мы уже сейчас, не то что, не скажу забываем, но уже перестаем ценить. Рамазан айының қадірін әзірек уже юалта башлаймыз. Перестаем ценить вот эту сладость. Если раньше мы не то что каждый день, каждую секунду, минуту ценили, да, то сейчас, один день, второй день пролетает, третий день. И вот здесь пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям говорит: цените, используйте 5 вещей, пока не пришли следующие 5. Первое, что это? Шабабак кабля харамик. То есть используй свою юность, пока не пришла старость. Вот здесь, знаете, бывает, в переднем ряду смотришь, бабайлар, да, кому там 6, 60, 70, 80 лет, они стоят 20 ракаатов. А молодежь, юноши, кому там 15, 20, 30 лет, что-то спина болит, ноги устали. Думаешь, кто здесь старик и кто здесь молодой вообще? Вот такой вопрос задается. А на самом деле, пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, что сказал? Цените молодость, используйте ее, пока не пришла старость. Почему? Потому что бывает такое, когда уже человек достиг преклонного возраста, уже не получается так бегать, как было в юности. Человек хочет совершить сажда, положить свой лоб, но не может. Такое тоже есть. Из-за этого мы вот эту свою юность, молодость должны ценить и максимально ее использовать. И не надо говорить что, я уже состарился. Не торопись. Вот когда настанет это время, ты поймешь, что да. А сейчас пока цени. Второе,
Сиххатак кабля сакамик. Используй свое здоровье, пока не пришла, что? Болезнь. Тоже очень важно. Вот когда ты здоровый, да, ничего не замечаешь. Ну, не зря же пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, призывал нас сходить в больницу, навестить больного. И это является одним из прав мусульманина, подошедшего к другому мусульманину. Сходить, посмотреть, думаешь, да, машаллах, столько людей, а ты здоровый, видишь, слышишь, ходишь. И вот это здоровье мы тоже должны ценить. Потому что, когда придет болезнь, уже, к сожалению, не получается. Не можешь. Глаза не видят. Коран почитать. Кто-то говорит то, что я уже все, не могу учить Коран. Состарился, кто-то говорит. На самом деле, может быть, да. Но вот когда ты здоровый, молодой, можешь, давайте стараться ценить это время. Кто-то говорит, ну живем же один раз, надо все попробовать. Да, вот из этого постарайся в поклонении все попробовать. Не надо говорить то, что Коран не смогу выучить. Ты скажи, смогу, и старайся. Смогу. Если скажешь, нет, не смогу, конечно, не сможешь. Из-за этого второе, пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи салям, призывал ценить здоровье, пока не пришла старость. Или бывает такое, альхамдулилля, у нас у мечети двери открыты. Каждый из нас может посещать коллективную молитву. Но иногда бывает такое, ладно, я сегодня походу устал, что ли? Полежать, что ли? Ты вместо этого лучше сходи в мечеть, на коллективный намаз. Увидишь братьев, поздороваешься, награду получишь. Потому что будет такое время, когда сходить бы, так не получается. Из-за этого это тоже надо оценить. Третье, пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, айнак кабля факрик. То есть мы должны использовать свое богатство, которое у нас есть, до того момента, как придет что? Факирлик. Что такое факирлик? Бедность. На самом деле богатство у каждого понимания разное. Кто-то зарабатывает 1 миллион, он богатый. А кто-то зарабатывает 50, он тоже богатый. Почему? Потому что пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, что сказал? Спасайтесь хотя бы половиной финика. Хотя бы половиной финика. Иногда бывает такое, то, что богатый человек, который положил 10 тысяч, для него это ничто. А когда человек, который зарабатывает 50, и он положил 10 тысяч, или он кирпичи купил, да, это для него уже ощутимо. И вот эти 10 тысяч, они будут перед Аллахом намного лучше, больше. Из-за этого по возможности мы свое богатство тоже должны тратить. Вот есть же, да, сегодня люди вкладываются в акции. Через 10, через 20 лет, через 30 лет они там принесут тебе прибыль. Но есть же другие акции. Акции для ахират. Через 100 лет вот эта мечеть, которая строится, да, в которую ты вложил эти 10 тысяч, вот они тебе принесут такую прибыль, которую ты даже не ожидаешь. Когда даже во сне не видел. Вот это акции, вот это вложение. А то, что мы в этом мире копим, человек копит, старается, да, но это же не унесешь с собой. Тебе там в носки не засунут это. Даже твои носки снимут. Так ведь? Когда будет последний путь провожать. Из-за этого мы вот это богатство тоже должны использовать. И понимать,
когда ты ради Аллаха ложишь, то вот это, оно тебе вернется. Как минимум в 10-кратном размере. Кто-то может сказать, ну вот я положил за 100 рублей. Нет уже в кармане 1000. Да, может быть, материальном нету. Но именно вот эти 100 рублей, Аллах по причине этих 100 рублей защищает тебя от какой-то болезни, на которую ты там потратишь столько лекарств, столько бензина на дорогу к врачам. Ой-ой-ой. Или же, может быть, от какой-то аварии. Аллах тебя уберегает. Вот оно. Богатство, которое мы тоже должны стараться использовать, пока не пришла бедность. 4. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи говорит, «Фараак кабля шу'алик». Свободное время используй, пока не пришла что? Занятость. Потому что на самом деле сегодня очень много приходится слышать «Вакат юк». Времени нету. Мне надо. Но мы должны понять, если человек ради довольства Аллаха, он что-то сделает, то Аллах субханаху ва тааля ему вот в этом мире какую-то проблему решит. И также в ахирате. Но если же ты скажешь, нет, намаз укырга вакытым югали. Нет у меня времени намаз читать. Мне еще надо детей вырастить, внуков вырастить, им квартиру купить. Аллах субханаху ва тааля вот из-за этого тебе вот эти мирские проблемы только будут добавлять. Потому что все подчиняется Ему. Из-за этого мы свое свободное время тоже должны ценить и правильно использовать. Сегодня человек приходит на джума намаз, а мы все прекрасно знаем, то, что во время джума намаз даже нельзя сказать соседу, да? Не разговаривай, нельзя так говорить. А кто-то в WhatsApp сидит, переписывается, в игры играет, в Телеграме что-то читает. Ну, свободное же время. Что мне еще делать-то? Видите? То есть, какое наше понимание? Из этого вот это свободное время пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи сказал, тоже правильно ценить. И последнее, пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи сказал, хаятак кабля маутик. Используй свою жизнь, пока не придет смерть. Аллах субханаху ва тааля каждому из нас дал какой-то срок. У каждого срок разный. Кому-то дает Аллах субханаху ва тааля мгновение, кому-то 20 лет, кто-то 50, 60 живет, кто-то 100, может быть даже больше. Но не это важно. А что важно? Важно, как мы эту жизнь проводим и с чем, с каким багажом мы вернемся к Аллаху субханаху ва тааля. Вот же что важно. С чем, как я вернусь и как я буду отвечать перед Аллахом. Что я ему скажу? Из-за этого Аллах субханаху ва тааля дал нам вот эту жизнь. Как Аллах говорит в суре Мульк во 2 аяте: «Аллази халакал маута валь хаята лияблуакум айюкум ахсану амаля». Он тот, который создал смерть и жизнь для чего? Чтобы проверить, у кого из вас наилучшие дела. Из-за этого человек, который читает год намаз, и человек, который читает 20 лет намаз, есть разница? Есть. Кто-то думает то, что, несправедливо же, в один и тот же рай попадем. Иншаллах. Нет. В раю тоже степеня. В раю тоже двери. Из-за этого мы, как только у нас появилась какая-то возможность совершить благое дело, фурсатың бар екен, используй. Может быть, именно по причине этого дела Аллах субханаху ва тааля спасет тебя от адского наказания и будет доволен тобой. Из этого давайте использовать, ценить и
месяц Рамадан, месяц благих дел, который сейчас вот уже начал уменьшаться. Давайте вот пока поднажмем, будем друг друга помогать. И, иншаллах, пусть Аллах примет наше поклонение, простит нам наши грехи и умертвит, будучи мусульманами, со словами «Ля иляха илlallah, Мухаммад Расулуллах» и введет в райские сады Фирдаус. Субханаллах бихамдик, шхаду ан ля иляха илля ант, астагфиру билляхи. Джазакум Аллаху хайран. الله أكبر الله أكبر الله أكبر